Рамазан Ата. Когда мне было примерно 4 или 5 лет, я порой наблюдал, как этот огромный угрюмый старик с голым торсом мыл свои ноги, положив их на раковину умывальника. Он был очень волосатым, и каждый раз я с интересом разглядывал его широкую махровую спину. Набравшись храбрости, даже рисковал подбегать и отрывать клок шерсти. Теперь сам не понимаю для чего. В то время родному старшему брату моего деда Али, деду Рамазану, было уже больше 70 лет. Суровый Рамазан мало говорил, его речь состояла только из коротких брутальных фраз. Очень сильный физически и дерзкий по натуре, он мог быть весьма агрессивным. Многие знакомые старики рассказывали мне про моего деда Рамазана, как про безжалостного и очень грубого человека, который за слова или поступки мог и избить, поэтому старались обойти его стороной. Однажды в молодости Рамазан слышал, как атеист публично декларировал, что нет Бога. За эти слова Рамазан там же жестоко избил его, при этом сломал безбожнику ребра. За это его осудили, и он много лет был в заключении, где, по рассказам очевидцев, был легендой лагерей. Из зоны он вышел еще более озлобленным на советскую власть, поэтому не чтил коммунистов. Конечно, крутой нрав и несносный характер Рамазана доставил очень много хлопот и переживаний моему уважаемому в округе деду Али, который всю свою жизнь всячески оберегал старшего брата. Рамазан Ата до пенсии был железнодорожником, где ему приходилось целыми днями махать огромной кувалдой, которую другие порой не могли поднять. Парадокс, но несмотря на противоречивость своей натуры, Рамазан с самого раннего детства был весьма религиозным человеком, являлся ярым противником алкоголя и считал всех блудниц исчадием шайтана. Он всю свою жизнь фанатично совершал пятикратные молитвы и сверхурочно постился. А в священный месяц Рамадан он становился еще более богобоязненным. Этот суровый мужчина не признавал никаких официальных авторитетов, но искренне почитал всех подлинных богобоязненных религиозных людей, которые чудом тогда еще сохранились в окрестностях Кокшетау. Несмотря на все жизненные испытания и лишения, дед Рамазан обладал феноменальным здоровьем. Даже после его 70 лет, когда врачи хотели сделать ему операцию на простату, предупредив, что далее мужская потенция может не сохраниться, услышав врачей, старик в непомерном гневе оскалился здоровыми белыми зубами, по-казахски брутально отказался от операции и отматерил их. Суть слов была примерно такой, многоточие: «Тогда отрежьте мне сердце. Как мне дальше жить после такого лечения?» Врачи, испугавшись, в ужасе убежали из палаты. Операции не было. И поныне, вспоминая это, наши родственники смеются, отмечая при этом, что Рамазан до конца его жизни по ночам продолжил и дальше всегда сильно утомлять свою жену. Дед Рамазан прожил жизнь со своей единственной супругой, бабушкой Шолпаш. При этом у них не было своих детей. Уже после смерти ее мужа у грузной старушки удалили из матки 10-килограммовую кисту. Осознав, что именно из-за этой коварной кисты у них не родились дети, она горько плакала, ведь она жила для того, чтобы угодить мужу, желавшему быть отцом. Рамазан Ата усыновил таки и достойно вырастил маленького сироту, нашего уже покойного дядю Ахмета, дав ему свои отчество и фамилию. Жаль, что Всевышний не наградил деда Рамазана еще и родными детьми. Рамазана Жусупулу люди вспоминали по-разному, и все признавались, что по-настоящему опасались его, но все же говорили, он был справедливым человеком. Также все мы обязаны именно Рамазану Ата своими религиозными именами, как Исхак, Аббас, Ахмед, Ураз, Халима, Омар, Шариф, Ислам, Галия и другими. Вот такой у нас был дед. Каким он был, пусть рассудит милостливый и милосердный Создатель. Есть уверенность, что богобоязненность этого мужчины была искренней, и, иншаллах, он в раю. Этот рассказ я написал в 2015 году, и мне еще есть что сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.